идеей, за вообще мыслью, которую вообще-то Георгий Алексеевич в свое время заложил. Вряд ли сегодня найдется ученый, который мог бы такую фундаментальную работу положить на стол, да, и сегодня проводить какую-то ревизию. Сегодня еще такой работы нет. Есть Иванцевы, там всякие Амелины и все тому подобное, которые пытаются как бы провести некую ревизию. Здесь я вижу, конечно, безусловно опасность того фактора, что побаиваюсь одного, что сегодня педалируется эта идея, педалируется мощно, я бы сказал, особенно через электронные СМИ. Мы все здесь сидящие, наверняка, в основном 90% я вижу ФБ-сообщества, которые видят, читают в этих группах эти сообщения, эту полемику. Я бы хотел бы в какой-то степени даже предложить некий такой вариант, чтобы активно вести вот эту пропагандистскую работу непосредственно в интернете. Еще один момент. К сожалению, появилась еще и некая такая волна новых так называемых общественных деятелей в лице там кэша и кэшеобразных существ, да, из наших братцев Северного Кавказа, которые возложили на себя очень серьезную миссию раскола между нами и черкесами. Сегодня большая часть черкесских так называемых ученых, к сожалению, говорят о том, что вы какое отношение вообще имеете к махаджирству? То есть до взрыва, значит, это была Черкесия. После взрыва почему-то они отдают Грузии, а мы были там какие-то маленькие племена, непонятно, то ли мингрелы, то ли черкесообразные какие-то образования. Вы какое отношение имеете вообще? То есть до этого даже дошли сегодня. К сожалению, это так. И, к сожалению, сегодня издается целый институт черкесский, вот этот мир, как называется, центр в Тбилиси, который полностью переворачивает эту историю. То есть получается, что мы нигде, а вы скажите, на каких островах реки Бзыбе, тогда вы проживали, если это ваше, а вы делите нас вот как бы там на две части. Мне кажется, здесь необходима как раз таки вот поддержка еще и у нашего научного сообщества, которые активно принимали во всех этих мероприятиях участие. Когда проводят, извините, по черкесскому вопросу проводят семинар, конференции в Ростове и не приглашают таких известных ученых, как Самир Хатко, например, да? Я не считаю сегодня, честно говоря, мне трудно даже представить ученого такого масштаба, как Самир Хатко. Его не приглашают. Да? Вот. Это тоже допущение. И когда наши ученые, или там медиаклубы всякие, айнары, когда проводят вот эти круглые столы, когда нам уже постфактум по телевидению мы узнаем о том, что вот эта госпожа, там, я не знаю, как ее уже обозвать, уже какими эпитетами, который говорит, что, ребята, вы проиграли войну, так что подчинитесь, то, что мы хотим, то и будем делать. И нечего говорить о возвращении, нечего говорить вообще о репатриации. Понимаете? И это они произносят здесь в Сукуме. Вы прекрасно помните, года 2 назад в этом зале произносился, конференция была. И кого организаторы пригласили? Несколько человек, которые просто промолчали. Благо, что пришли люди сами и устроили им хороший нагоняй, что они не... И сегодня я не удивлюсь, когда Амелина пишет о том, что уже пора, то есть пока, чуть-чуть надо осталось, пора проводить, говорит, референдум о присоединении Абхазии к России. Это все подготавливается к этому. И соцопросы, те соцопросы, которые сегодня якобы какая-то группа проводит, которые мы узнаем через ФБ, где власти молчат, вообще ничего не говорят. Понимаете, это все суммарно. То есть идет некая атака. Это некая атака на идеологическом фронте, через электронные СМИ, через научные круги, вот эти конференции, семинары. И нас раскололи с черкесами, у нас уже, я не знаю, есть какие-то определенные моменты, Беслата лучше скажет по этому поводу. У него есть какие-то зацепки, с кем он еще работает, дружит и держит каким-то образом эти узы. Есть ветеранская организация, да, которую мы как-то поддерживаем. Там тоже очень серьезный раскол. Вот конференция недавно прошла в Абиге. То есть какие-то фрагментарные такие вещи происходят, но это мощная сила, на самом деле, нас расколола. Вот надо нам все подумать, какие-то меры предпринять. Наверное, я не знаю. Но вести борьбу в электронные СМИ, которые постепенно набирают обороты, постепенно становятся популярны,
постепенно становится больше, чем телевидение или газеты. Вот там реально нужно вести. Один Беслан, наверное, в течение года, наверное, раза 50, да, интервью раздавал разным агентствам, начиная от грузинских агентств, европейских, российских. Вот. Очень активный да, Аслан Алексеевич, да, вот, ведет активную борьбу. Это что каждый должен положить. Понимаете, вот маленькими вот такими 5-6 человек, 10 человек вряд ли могут покурить целое. Поэтому я призываю всех просто подключиться к этой борьбе. Использовать источник. Слава Богу, такого фундаментального труда. У нас есть метод, вы не представляете, какой метод у нас есть, как Георгий Алексеевич Дизарин, как Шаула Денисович Иналова, которые положили, которые невозможно опровергнуть. Сегодня, как бы ни питалась грузинская историография, они не могут их опровергнуть. Они перед ним снимают шляпу.